Смотрите, вы заметили то, что Антону вот эта повестка пришла на работу. И сейчас, опять же, такая тенденция, что вот эти повестки, они раздают уже тем, кто работает. С самого начала я бы хотела сказать о том, что когда я еще в театре работала, в самом начале, когда все это началось, у нас сам Мгм. директор лично вышел и раздал повестки нашим артистам. И вот вы представьте себе вот такую ситуацию, что они сейчас обязали работодателей отдавать повестки людям, которые у них работают. Вот с этим как быть? Смотрите. Вот давайте я отвечу. Работодатель не обязан заниматься раздачей повесток, потому что он не является поверенным своих работников. То есть сотрудники, которые у него работают, они ему доверенность не Мгм. давали. И они не являются его родственниками, не являются его представителями, либо законными представителями. На это надо ссылаться, если вы работодатель, нужно отвечать, я не являюсь представителем моих сотрудников, поэтому я не уполномочен получать за них повестки. Это не входит в мои должностные обязанности и в мои полномочия. Нет, Ну так вот они же так делают. Вот вам пример. На Вот незаконно. работе пример человек мой. повестку получил. М. То есть ему Но на нужно работе Че- дали заявить, эту что повестка повестку. получена неуполномоченным на это лицо. Неуполномоченным Через лицом отдел кадров, повестка подождите, получена. подождите. Через отдел кадров мне скинули, Мгм. вот, им пришло 2 человека запроса, а кому-то там, тоже мы знаем многих этих людей, кому-то и 50 приходит, потому что у кого штат-то побольше, Да. а у нас штат маленький, вот. 2 человека вы должны предоставить, Ну, в общем, и все. ссылайтесь И на то, вот что лично вы эту ты, повестку не короче, получали. давайте. Там так не Они прокатит, просто потому что, направили. потому что на работу Нет, приходит отдел кадров. Кадровик вызывает работника, да. привязан, все. И он Да, под да. роспись ознакомился, повестку получил, расписался. Все, юридически не докопаешься там, понимаете? Но Да, это они все в отдел кадров сдали все эти военные билеты свои. ну, это везде. Военный билет 27 лет, Мгм. сейчас 30 лет и так далее. Да, вот. Ну, что вы не знаете, как будто бы. Это повестка в рамках уведомления. Это не означает, что прямо все на фронт. Если, конечно, ты контракт не подпишешь. Вот так вот и Так а все. зачем ему тогда надо проходить вот эти упражнения, вот, если его просто проверяют? Не Для чего ему упражнение, а подготовку? военно-врачебная комиссия. Никаких упражнений он Нет, сейчас он еще не Да, будет. комиссию это, прошел, его зовут на подготовку уже. да, это ВРК. А, Подготовка там. это военные сборы. Это военные сборы. То есть сейчас военные сборы будут Мгм. призывать на неделю, на две. У меня он товарищи, могу, ну, уточню конкретно. Ну, Уточни военный. конкретно. Военные сборы сроком две недели. Нет, нет, как правило, позже вами. Ты контракт подписываешь на Они, две скорее недели. всего, будут Дайте убегать слово эти сказать. контракты. Дайте слово сказать, если подключаю М. здесь всех. Демократия закончится сейчас. Смотри, я, знаешь, по делу всегда говорю, воды не лью. Это военные сборы, то есть партизанщина. Знаешь, нет. На неделю, 2 недели, все, в зависимости от ситуации. И где они будут? На Девиске, либо на Девиске, как правило, все это происходит. Значит, на базе 5-й танковой. Вот. Там будут вас тренировать, обучать, Мгм. там, кричать «Ура!», автоматы, там, окопная война, как что, ну, все необходимое. Медицинскую помощь, как оказывать в стрессовых ситуациях. Да, я А, уже И проходил все. это. Да, Был то на есть на военных 10, сборах. вот. Знаю. Поэтому, конечно, тут надо с юристами, но я не там. Мне надо будет как бы там, либо вот юрист должен это все посмотреть. То есть в рамках чего это? В рамках сборов военных это ограничится, да, вот. 10-дневно, там еще будут деньги платить вам. Работодатель обязан вам платить деньги, а вы там на сборах будете. У меня он масса товарищей, знакомых, ну, правда, у них Мгм. по трое детей у всех, но сборы все равно обязаны проходить. Они приходят, их и так не заберут. А вот на тебя, насчет Мгм. тебя, вот, как бы я бы маленечко посомневался, но так как законы в России так работать стали слабо, что касаемо вот войны, поэтому тут я даже уже Мгм. начал сомневаюсь, ничего не могу. Надо с Надеждой Юрьевной, вот Низовкина, юрист, с ней конкретно Мгм. встретиться в ОВНУД, законнектиться, да, вот, и документы принесешь все, она ознакомится, и тогда уже картина будет маслом. Пока вот просто нальем воду.
честно. Вот. Да, да, ну вот прямо вот так все это со мной происходит просто. Вот прямо сейчас происходит. Мгм. В прямом эфире. Вот. Нет, нет, не в Молодец. прямом эфире-то. Ну, сейчас Медосмотр-то не о- прохожу же. И вот то, онлайн. что я говорю, это вот со мной происходит вот прямо сейчас. С работы не увольняют. Заставили написать, м, э, как она, сейчас помню, отпуск без содержания на столько-то. По какой причине? По причине прохождения там медосмотра на службу по контракту. Вот так. Мгм. На работе написал. Получается, я без содержания написал отпуск. Вот. Он будет мне не оплачен, но с работы не увольняют. Вы, говорит, когда вернетесь, приедете, если захотите, к нам обратно устроитесь. Мы приостановим, говорит, ваш трудовой контракт, э, трудовой договор с работы на это время. Мгм. Так, как быть, подождите, как вот с тобой связаться? Номер телефона ты можешь или сейчас опасаешься, ну, прозвучить здесь или написать в чат? В чат сможешь написать, чтобы в Я Снизовкиной... почему-то чат-то не вижу. Вот тебе надо Могу сейчас... озвучить даже. Блин, надо помочь. Озвучивай. Озвучь. 914 842 0299. Так, еще раз. 914 842 0299. Все, окей. Сейчас запишем и Угу. Надежде Юрьевне скинем. Там уже по факту, ну, это конкретно уже между собойчики поговорите. Окей? Вот. Угу. Все, не надо Хорошо. лишнего, Антон, не наговаривай. Сейчас, чтобы ты не наговорил, чтобы мы-то в безопасности, понял? А то ты уедешь не на фронт, а уедешь в СИЗО. Вместе с Филоновой будете сидеть. А мне не хочется. Ты достойный человек. Сын Так я нашего... тоже не хочу в СИЗО-то ехать. Вот. Какой СИЗО-то? Оттуда я что смогу сделать? Все. Вот так вот людей обманывают, прямо жуть. Да, что-то вот, что-то новенькое. Но в любом случае, еще раз повторимся. Ну, эту тему мы уже сейчас проговорили уже Ничего не более час подписывай. про Антона, да, вот. Но это все вопросы прямо сейчас, вот, ну, сейчас эфир закончится, конечно, сразу созванивайся с Надеждой Юрьевной. Наверное, сейчас ночью уже, утром тогда созвонитесь. Так, завтра, ну, там подъедь к ней, обговорите. Документы, которые есть, все принеси. И вот. Она тебе объяснит, что как надо. Лишнее, запомни, сейчас, с этого дня, как ты здесь появился, лишнее, еще раз будешь подсоединяться желание, лишнее не вздумай ничего говорить, понял? Я понимаю, это Угу. Мне, изнутри кстати, вот... идет, но не надо, понимаешь, жалко украинский народ, мне вот больше Угу. там дети страдают, и наших тоже жалко, Да, да. дебилов, понимаешь, нету. Лишнее не говори, все, вот так вот. Да. Чтобы Мне чтобы же на тебя... друг... Вот, подождите. Перебью. Вот мне друг вот подсказал, вот, говорит, начался эфир. Позвони, говорит, это, поговори там, если хочешь. Он где-то там, Бурят один, подписывался. Пишет Мгм. там тоже что-то. Вот, Вот. молодец. Ты тоже распространяй, но запомни одно, как ты только военную форму оденешь и контракт подписан, и будешь там слух вот этого распространять, ФСБ, ФЭС и контрразведка, или тебя просто сдадут, на тебя возбудит дело. Будь аккуратнее, Антон, будь аккуратнее вообще. Вот. За базаром, так сказать, фильтруй. Вот бурядар у нас, кстати. Да, По-нашему да, скажу, по-простому. За да, да, базаром. да. Следующий эфир мы будем анонсировать про женский эфир, то есть матерей женщин, которые сейчас находятся. Мне вот пишут женщины тоже, у них мужья на фронте, они меня поддерживают, а мужья не поддерживают, соответственно. Но она уже говорит, допустим, одна там из подписчиков, ну, на переписке,
что уже вот раньше он про вас плохо говорил, а сейчас уже перед отъездом на Мгм. фронт, он с Росгвардии, уже как бы, ну, не стал плохого ничего говорить, молча, но с пониманием. То есть достучиваться надо, если не через них, ну, то хотя бы через жен адекватно. Маленькие дети растут, бредут, да, ну, жалко, ну, елки-палки, нас и так мало. Мгм. Ну, и нам еще и заставлять будете убивать мирных жителей украинцев, у которых тоже мобилизованы украинцы. Вы что думаете, там нацисты одни, что ли, кто там? Это такие же мобики. Семьи, у них вдовы, слезы, горе. Понимаете, зачем это? Ну, вот это я больше всего думаю. А не то, Конечно, что это все горе. вы приносите грех, а мы все буддисты, шаманисты. Этому нас учили. Никогда этого не было. Нападут, пощады не ждите. Это у бурят так. Да, Нападут на да. нас, не ждите. Вот Нападут тогда, на нас, вот вот тогда тогда заднюю. пиздарики. Вот тогда заднюю никто не даст. Но сейчас нет, ребята, холодут. Забыло. Вот. А Поэтому, туда-то зачем? поэтому Придут сейчас, ко мне в дом, я его буду защищать до последней своей капли крови. так, все, Это понял. будет безусловно. Так, Антон, спасибо. Сейчас мы номер скинем Низовкиной. Ну, можете и даже сейчас созвониться, при желании, сегодня или поздно уже. Сейчас Мгм. будем Ну, завершать в эфир. принципе-то Все вопросы могу. остальные, ну, если что, Zoom-конференция у нас будет, сразу подключайся, милости прошим. Вот так вот. Вот. Сейчас будем, наверное, завершать эфир, если ни у кого Мгм. нету как бы дополнительного слова и новых участников у нас здесь нету. Тогда придется заканчивать. Да, вот. Ну и каждому дадим вот по нашей старой доброй традиции вот на открытом микрофоне в Бурятии. Вот, блиц будет, то есть последнее слово. То есть давайте начнем, наверное, с Люсины. То есть 1 минуту времени от каждой стороны. Все. Ладно, засекайте время. Крайне. Да Да. ладно, крайнее Последнее слово. Ну слово что такое будет, да, крайнее? Ребят, хреново я это. что хочу сказать. Вот Последнее посмотрите, как слово. обманывают народ, как вот человека обманывают. Хорошо, что Антон до нас дозвонился, что он все это увидел. Что я еще могу сказать? Украина на страже, наверное, вот этой вот всей чумы, фашизма, который действительно происходит. Вот. И побольше, наверное, людям рассказывать о том, что у них есть все-таки права, а не только обязанности причем перед вот этим вот карликом и теми его прихлебателями, которые сейчас взяли власть. Ну, мое предложение, как всегда, остается в том, чтобы брать сковородки и бить этими сковородками по голове, чтобы хоть немножко мозгов туда прибавилось. У меня все. Все, спасибо. Мгм. Так, кто следующий? Давайте Одну ми- скажу вот по поводу того, что сейчас гость наш к нам обратившийся сказал, а можно ли у бурят давать заднюю? Я хочу сказать, это не заднюю давать, это исключительно вопрос терминологии, как назовете, так и поплывет. Это называется все взвесить, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Любой поступок настоящего мужчины, в том числе и настоящего бурята, он должен быть взвешенным, обдуманным. То есть нужно измерить свои мысли, спросить свою совесть. Вот вы спросили свою совесть, осознали, что вы воевать не хотите. В любой момент осознать это лучше, чем вообще никогда не осознать. Если уже поставлена какая-то роковая подпись под каким-то контрактом, значит, надо делать все возможное, чтобы отменить вот это свое необдуманно данное слово, чтобы отменить то, что получено было с вас не совсем по доброй воле. Даже если вам кажется, что по доброй воле вас вовлекают в это дело. В действительности вам просто не говорят всей правды. В действительности вас дезинформируют. Вам говорят, что эта война справедливая. Или вас пугают теми карами, которые на самом деле незаконны. Уверяют в абсолютной бесперспективности борьбы, что на самом деле тоже не соответствует действительности. Вас уверяют в том, что вы идете на войну, потому что вы герои, а если не идете, то вы трусы. Попытайтесь свою храбрость, свой героизм показать на другой ниве,
на ниве мирной правозащиты. Попытайтесь своим отказом показать свое мужество. А если вы идете просто в стаде, якобы на подвиг, на коллективный подвиг, чтобы массовый героизм проявить, то на самом деле вы идете в этот момент по пути наименьшего сопротивления, потому что в этот момент вам легче пойти в это стадо на убой, чем в этот момент сказать «нет». Поэтому не идите на поводу у понимания, у ложного понимания героизма и мужества. Мужество – это не обязательно мужество воина. И если вы дали слово, в котором вы теперь усомнились, и если вы твердо уверены, что необходимо взять его назад, значит, сделайте все возможное и возьмите назад его. Нет войне. Нет войны, да. Спасибо. Спасибо. Нет войне. Так, давай, Владимир. Я Слава хотел бы ЗСУ. сказать, знаете, такие вещи, да, что вот это Антоха, да, он народный парень такой, который против войны, как бы это олицетворение вот настоящей Бурятии. Не той лживый, который сейчас идет за деньги, да. Вот парень бурят, да, он настоящий, понимаете, он все рассказывает, как оно есть. Я только одно боюсь, что его заберут на фронт, скорее всего. Там Да, никакие тоже там боюсь. сборы туда-сюда, короче, его все заберут, скорее всего. Надо ему как сопротивляться, там, с Надеждой Юрьевной общаться, все это дело. Я вообще экстремист по жизни, да, я бы поджигал бы все эти военкоматы, взрывал бы этих Уралы, короче, потому что они столько сделают, столько плохого, до такого простого Антохи, да, столько плохого сделали, там, призывают на войну, там, во всяких абсолютах, там, всякие объявления там наклеены на стекла, что идите на войну, ребята, погибайте. Индира вот это, не Ганди, это как Шагдарова. Плохой человек абсолютно. Бредни плохой человек. Понимаете, это... Даже здесь просто, я не знаю, продукты не покупать. Ну, блин, как-то жить же надо, блин. А вот такие люди, как Антон, да, ну, простой бурятский парень, да, который всем мил нам стал, да, смотрим на него, как бы, ну, и думаем, он же честный, да, еще и смелый парень. А таких там мало. Другие из-за трусости, извиняюсь, идут на войну, да. Не только из-за денег, а из-за трусости. То, что его посадят, 15 лет им дадут. А он все это в эфире рассказывает. Я понимаю, что могут сейчас быть у него проблемы, но мы всем миром должны его защитить. Как бы, и Надежда Юрьевна должна помочь ему. И только так всем вместе, всем миром надо, сообщая, всем помогать нормальным людям. То, что меня убивали в Мариуполе, да, вот ты там не знаешь, да, что я сам из Бурятии, Прибайкальский район, село Илинка. В 21 году я уехал, и меня убивали российские войска. И это прямо на камеру рассказывал всегда. Прибайкальский район, село Илинка. Меня убивали российские войска абсолютно. Кидали бомбы на нас. Просто надо быть честнее, понимать, чтобы тебя народ понимал. Если ты будешь где-то подбирать, и там все поймут, что ты врешь. А я не вру. Как оно есть, все знают, там, и Аян знает, там, ну и все абсолютно знают, как оно было. Чуть мы не погибли, вся семья чуть не погибла. Я также не вру, вот говорю как есть. Фаген должен быть разрушен. Враг находится не в Украине, не в Израиле, там, в Америке, еще где-то там ищут где-то кого-то. Обязательно врагов внешних придумывают. Вот. Враг сидит в Кремле в виде путинской воровской власти. Поняли, да? Вот. Поэтому стволы нужно разворачивать, и военнослужащим нужно думать. Ты, Антон, тоже вот говорите, я всегда говорю, рассказывайте, мини-пропаганду. Сидите, курите, вот видишь, до тебя достучались. Так вот, никогда бы, честно, был удивлен, что вообще как кто-то появился в эфире, просто с Луанды, для меня это уже удивление. А тут еще как бы вот с такой вот темой вот именно, да, вот, и еще человек простой. То есть сразу видно, что это не опер какой-то там, ну, я вычисляю сразу таких, да, вот, ну, я человека насквозь вижу, вот. Опыт есть как бы и жизненный. И человек вот от сахи, от народа, вот и все, знаете, нет. Вот он говорит как есть. Живет небогато, но могут заставить. Все, а почему сзади не дают? Ну, потому что вот понять тоже, с одной стороны, их можно, как бы, вот, это там уже мысли по-другому мыслятся, понимаете. Вот, страх, вот это вот, чувство депрессии, дискомфорта, вот. Но в любом случае
будь всегда на связи, чем сможем, тем поможем. Надо будет, если до крайнего дойдет, соберем тебе на эмиграцию. Вот так вот. Будем активно собирать тебе на эмиграцию, чтобы ты покинул пределы. Если до этого дела, конечно, вообще дойдет. Ну, не будем думать о грустном, но всегда, запомни, нужно, так сказать, настороже быть. Всегда. Вот с сегодняшнего момента, вот как ты вышел сегодня в эфир, по-простому фильтруй базар, как бы, вот, будь как всегда вот, на чеку. Вот так вот. Все у меня. Вон, допустим, Баир, вот Баир сейчас, который он в Монголии находится, в Корее, вот также уехал в прошлом году, после мобилизации объявили, он стартанул, и много бурятов стартанули в Монголию. Тоже средств у него не было, то есть не богатый человек, у него даже квартиры ему не было, даже машины не было. Понимаешь? Ну, как большинство, чего уже греха таить. Однако нет, не сдался, вот поехал сейчас, в Южной Корее находится. Вот. Поэтому, возможно, может, пускай вот в Южной Корее, там хотя бы вот поживешь как человек, вот действительно увидишь, как люди живут. Я сам мозгами поменялся, честно говоря, пока в Корею не приехал. А был такой же, в принципе, вот такой полуватник такой вот, ну, сам с армейской среды. Поэтому мне вот, ну вот, а там я поменялся вот так вот. Смотрю, что ничего себе, а так можно было, что ли? Вот так вот. Поняли, нет? Вот так вот. Поэтому всем желаю вот это переформатации, да, переформатируйтесь, в первую очередь в мозгу. Переформатируйтесь маленько. Не там ищите врагов. Бесполезно искать черную кошку в темной комнате, особенно там, где ее нету. Вот так вот. Ладно, тогда, Дима, да. Игорь, можно подытожу, да? Можно скажу, да, слово маленькое, да? Это Республика Бурятия, это грандиозный канал, по большому счету, потому что он первый в России, Дима Баиров вышел против войны. Это единственный человек, который первый вышел на Республике Бурятия. Такого не было никогда. Со всей России, понимаете, один Дима Баиров вышел против войны. Это первый был человек. Потому что у нас увидел, когда нас бомбили в Мариуполе, ну это все. У других-то тоже факты были разные. Да? Никто не выходил. А Бурятия здесь в этом отношении прославилась. И Диме респект большой. Не то, что на смерть. Они еще убивают неосознанно. Как мне говорят, а я же в арте стою. Я в арте стою на дальнобое. Так я говорю, какая разница, на дальнобое там или на хренобое, блин. Ты все равно кого-то в долгом оставляешь. Ты слезы кому-то льешь, проливаешь. Нет, понимаешь, говорю. Вот. А у нас убеждены, что надо, нет, в окопах штурмовать, вот так вот, непосредственно видеть. Да нет, война сейчас другая. Вот так вот. Ты с дрона сидишь, вот можно вот так сидеть в телефоне и тоже как бы говорить, да я в игру играю, Mortal Kombat, ну, Call of Duty, да, вот. Поэтому вот так вот, знаете, нет. Да. Уракша. Бурятия, Уракша. Уракша.